Вы смотрите очередной выпуск детских новостей. В эфире работаем мы, Володя Михайлов и Тамара Степанян. Здравствуйте. Если школьник хочет подрабатывать в свободное от учебы время, ему важно знать свои права. С какого возраста и сколько часов в день несовершеннолетнему можно трудиться, знает Ксюша Подобашева. Дети до 14 лет могут работать только в сферах спорта, кино, театра, а также в цирке и концертных организациях. Условия. Есть письменное согласие одного из родителей или опекунов, а для сирот органы опеки трудовой договор подписывает родитель или опекун. От 14 до 16 лет работать можно в свободное от учебы время. Подросток сам подписывает трудовой договор, но согласие одного из родителей или попечителей. В 15 лет оно не нужно, если подросток получил аттестат об общем образовании или учится на заочном либо вечернем отделении с 16 лет. Договор заключает на общих основаниях, как со взрослыми. Длительность рабочего дня на каникулах, если ребенку от 14 до 15 лет, не более 4 часов. От 15 до 16 лет максимум 5 часов. От 16 до 18 лет до 7 часов. Во время учебы у подростков от 14 до 16 лет не более 2,5 часа в день. От 16 до 18 лет 4 часа. Продолжительность рабочей недели до 16 лет разрешено работать на каникулах не более 24 часов в неделю. Во время учебы лимит 12 часов. От 16 до 18 на каникулах не более 35 часов. Во время учебы до 17,5 часа. Подростков берут на работу без испытательного срока. Они не могут нести материальную ответственность работать на вредных или опасных производствах, ночных клубах, точках продажи алкоголя и табака, носить и двигать тяжелые тяжести, есть командировки и работать сверхурочно, в ночное время, в выходные и праздники. Исключение делают для детей, работающих в кино, в театре или СМИ. Об отпуске. Подростки в любое время могут идти в оплачиваемый отпуск на 31 день. Отрабатывать 6 месяцев с начала трудоустройства не нужно. Запрещено переносить отдых на следующий год или получать вместо него денежную компенсацию. На время сессии подростки могут взять дополнительный учебный отпуск. Можно ли ребенку стать самозанятым или ИП? Оформить самозанятость или открыть ИП можно с 14 лет, с согласия родителей, усыновителей или попечителей. Кто работает, тот отдыхает. Кстати, об отдыхе, а именно о туризме. Тома, ты когда-нибудь была за пределами нашего города? Да, я была в Москве. Больше всего мне там понравилась Красная площадь и Большой театр, красивые памятники и здания. У нас как раз следующий сюжет про великие творения человечества. Тома, ты знаешь, сколько чудес света существует? Да, я знаю, их 7. Точно, наш следующий сюжет о 7 чудесах света. Анжелина Матлашук подробнее. 7 чудес света – это выдающиеся памятники архитектуры. Они получили такое название за их неповторимость и уникальность. Существует 7 античных чудес света и столько же новых чудес света. В первых входят творения архитектуры древнего мира. Это пирамида Хеопса, висячие сады Семирамиды, статуя Зевса Олимпийского, храм Артемиды в Эфесе, мавзолей в Каликарнасе, колосс Родосский, Александрийский маяк. А 7 новых чудес света были выбраны в 2007 году на основе интернет-голосования. В нее вошли Великая Китайская стена, Тадж-Махал, Римский Колизей, статуя Христа в Рио-де-Жанейро, город Петра, город индейцев Мачу-Пикчу и пирамида Майя. Эти уникальные архитектурные здания являются символом красоты и разнообразия нашей планеты. Мы решили узнать у жителей города Якутска, какие 7 чудес света они знают. Наверное, сразу не вспомню. Ну, сады Семирамиды, наверное, эти гробницы фараона, вот эти вот. А потом, что еще? Наверное, Вавилонская башня. Больше не вспомню. Не знаю. Ой, ой-ой-ой. Сады были, не помню, висячие сады были. Колосс Родосский был. Дальше не могу сказать, не помню. Есть люди, которые вспомнили только одно чудо света. Пирамида. Пирамиды. Пирамиды. Пирамида. Египетские пирамиды, наверное. Были также и необычные ответы. 7 чудес света. Радуга. 7 чудес света. Аллейские столбы. Эльфовая башня. Башня, которая такая наклонена. Это. Я не помню, как это называется. 7 чудес света – удивительные творения, которые напоминают нам о том, что человечество может создавать своими руками выдающиеся архитектурные сооружения. Анжелина Матлашук, Иван Сорокумов, Якутск. Да, действительно, чего только не умеет делать человек. Например, наш следующий сюжет о компьютерной игре, которую создали у нас в Якутии.
Традиционная якутская охота теперь не только на природе, но и в виртуальном мире. Более подробно о кибертурнире среди школьников нам расскажет Алеша Сургутский. В колледже «Синергия» проводится знаменательное событие – кибертурнир по игре «Булт», который будет длиться 1 день. Сам же турнир уже проводится 2-й раз, где 1-й раз принимали участие ученики с Центра глобального образования. Сегодня же принимают ученики с гимназии ЕКЭТа. Игра «Булт» была разработана по мотивам якутской охоты. Основной смысл игры состоит в том, чтобы привлечь молодежь к якутским традициям, заботиться о природе и изучении охотничьего мастерства. Игра является симулятором охоты на пернатую дичь в Якутии. Создали мы ее в позапрошлом году, сейчас она у нас находится на стадии альфа. И в этом году мы собираемся выйти на международный рынок, на зарубежной площадке. Якутская IT-сфера не стоит на месте. Она становится все лучше и совершенствуется. Создается все больше работ, и не исключение игра-симулятор про охоту. Надеемся, что после этой игры, может, они сами станут авторами других игр. В настоящее время это очень важно, чтобы они не только играли, но выпускали или приобщались и компьютерные, чтобы они стали сами авторами, потому что как потребители они должны быть не только потребителями, а должны быть творческими людьми. Разработчики игры уделили особое внимание тому, чтобы игра была максимально реалистична. Также организаторы планируют сделать этот турнир пробным, а в дальнейшем проводить масштабные киберспортивные мероприятия. Турнир демонстрирует, что игры – это не только развлечение, но и инструмент для развития навыков стратегического мышления. Игры играми, но обед по расписанию. Всю нашу неделю в нашей стране проходила Масленица, а главным блюдом Масленицы считаются блины. Круглая форма блинов, золотой цвет и корочка олицетворяют солнце, тепло и изобилие. В древности считалось, что, поедая блины, люди символически поглощают солнечную энергию, которая приносит радость. О секретах приготовления вкусных блинов Кристина Катаконова. Масленица – один из самых радостных и веселых праздников. Ее отмечают в воскресенье перед Великим постом, но праздничной считается вся неделя перед ним. И главным символом Масленицы являются блины. Для того, чтобы узнать о секретах приготовления вкусных блинов, мы обратились в Якутский техникум сервиса. Студент 1-го курса поварского и кондитерского дела Айсена Хлопков признается, что любит готовить с детства. Мы у него узнали, какие виды теста существуют для блинов. Есть 3 вида теста. Это на молоке, на кефире и на воде. На воде оно лучше тем, что он подходит для тех, у кого аллергия на лактозу. А какие начинки у блинов сейчас популярны, нам рассказала студентка Якутского техникума сервиса Алиса Мыреева. Больше всего популярны это творожный сыр, и по классике можно использовать сметану. С творожным сыром можно использовать на начинку креветки, красную рыбу. Так как дети больше всего любят шоколад, можно использовать шоколадную пасту, сгущенку, варенье. Это дело вкуса. Мы не могли не приготовить блины и, воспользовавшись случаем, решили попробовать это на практике. Выбрали классический рецепт и, естественно, добавили хорошее настроение. Сейчас я приготовлю блины на молоке, и в этом мне сейчас помогут студенты техникума сервиса. Для начала мы должны смазать нашу сковородку растительным маслом. Данное действие является необязательным, так как бывают сковородки с тефлоновым покрытием. Их мы не покрываем маслом, да? А вот наша сковородка, оно не имеет такое покрытие, поэтому обязательно мы мажем маслом. Теперь берем наше тесто, бери правой рукой, а левой рукой держи нашу сковородку. Так? Примерно где-то вот столько вот. Взяли. Боком держи, отсюда держи. Куда баранган? Поворачиваем. Постепенно поворачиваем. Делаем вот так вот и кладем на плиту. Сейчас мне надо перевернуть блинчик. И также ждем, пока она пожарится до румяной корочки. Все, блины пожарились, и сейчас я положу свои блины. На самом деле не у всех блины получаются с первого раза. У Кристины получился с первого раза, поэтому... Похвалим.
Ну а кульминацией всей масленичной недели является прощенное воскресенье. В этот день все близкие люди просили друг у друга прощения за причиненные за год неприятности и обиды. Также в этот день ходили в баню, остатки праздничной еды сжигали, посуду тщательно мыли. В конце праздника торжественно сжигали чучело Масленицы. Кристина Катуконова, Иван Сорокаумов, Якутск. Вкусно поесть любят практически все, а в дикой природе животные добывают пищу самостоятельно. Например, занесенный в Красную книгу белый медведь в поисках пищи за сутки может проходить по льду десятки километров, а при необходимости вплавь. Ежегодно во всем мире 27 февраля отмечают Международный день полярного медведя. А все для того, чтобы привлечь внимание общества к необходимости их охраны. А у нас в Якутске прошел конкурс под названием «Удивительный белый медведь». Дети со всей республики представили свои работы по 2 номинациям. Это рисунки «Белый медведь. Живой символ Арктики» и сказки «Мишкина сказка». Подробнее о конкурсе Никита Павлов. В смарт-библиотеке прошло награждение участников 4-го ежегодного творческого конкурса «Удивительный белый медведь». В нем приняли участие более 300 участников. Дети от 5 до 15 лет со всей республики представили свои рисунки в 2 номинациях. Были участники как из арктических районов, так и из Южной Якутии. Конкурс шел с 31 января по 20 февраля. Каждый год формат конкурса меняется. Первый год это были конкурсы рисунков, второй год это конкурс поделок, третий год это в прошлом году конкурс мягких игрушек, и в этом году мы сделали для малышей конкурс рисунков и впервые конкурс сказок «Мишкина книжка». Дети в основном затрагивают тему дружбы, что дружба между разными видами животных существует, то, что сила дружбы способна спасти от всех ненастий, спасти природу от загрязнения. Сказка называется «Как Мишка попал в другую страну». Награждение победителей проходят в Международный день белого медведя. Были вручены призы от партнеров конкурса: министра экологии, Института биологических проблем Края-Литозоны и спецприз от Арктик Телекома за сказку про семью медвежонка Арти, которая тянула оптоволокно в Арктику. В общей сложности профессиональное жюри оценило более 342 работ. В жюри, конечно, были сотрудники Министерства экологии, Департамента биологических ресурсов, ну и общественные деятели, которые непосредственно занимаются охраной природы. С каждым годом в конкурсе «Удивительный белый медведь» принимают участие все больше и больше юных творческих ребят. Одна из призеров в номинации «Мишкина сказка» Амелия Конешенкова рассказала о своей работе. Я представила про то, как Мишка попал в другую страну. Сначала Мишка хотел хотя бы где-то побывать, кроме того, чтобы видеть льды. Но потом он видит корабль, он ходит туда, и он попадает в страну. Там есть 2 города, Тлади и Медовый. В Медовом городе он познакомился с бурыми медведями. Никита Павлов, Семен Семенов, Якутск. Володя, а как ты думаешь, что больше всего любят белые медведи? Не знаю, наверное, плавать среди льдин. Да, а еще он любит холод, снег и лед. Кстати говоря о льде и снеге, в нашем городе прошел всероссийский конкурс ледовых снежных скульптур «Мы дети Севера», где участниками были дети. Дамир Сыромятников, ознакомься с работой ребят. Сегодня собралось 15 команд из разных уголков нашей республики, а также гости из Приморского края, Хабаровска и Новосибирска. Каждая из команд делает снежные фигуры и выставляет их на показ. Конкурс «Мы дети Севера» провели в ледовом городке города Якутска. Участники в возрасте от 11 до 17 лет состязались в создании ледовых и снежных скульптур. Команды состояли из 2 учеников и 1 преподавателя, который подсказывал ребятам секреты техники для правильного создания снежной скульптуры. Ну а для детей тема была свободная. Каждая команда могла сделать все, что хочет. Мы делаем работу вместе с нашим руководителем Степановым Егором Егоровичем. Это мы делаем сову. Называется работа наблюдающий. Наблюдающий. Мы хотим сделать лицо с 3 сторон, чтобы когда мы шли вокруг, оно смотрело за нами. Ну, мы, во-первых, приехали научиться, потому что для нас это ремесло новое, у нас оно не развито. Вот. Ну и, скорее всего, познакомиться, посмотреть на культуру, как у вас здесь это проходит. Вообще мне очень понравилось. Здесь у вас очень красивая архитектура и погода такая освежающая. Мы сами рыбаки, и в
В речке мы рыбачим всегда. Наша композиция называется «Рыбаки». Вот это младший брат, а это старший брат. Они рыбачат, ловят рыбу и глушат палкой. А у нас настроение отличное. Вот мы делаем кота, такой абстрактный топ, чуть-чуть. Называется «Замурчательные забавы», потому что, вот такие волнистые линии, да, вот такой топ, дает, такое веселое настроение, мне кажется. По итогам мероприятия будут определены призеры и победители в 2 номинациях. Команды также получат дипломы, кубки и денежные премии. Дамир Шереметников, Нургул Старостин, Якутск. Эти темы нам показались самыми интересными для выпуска детских новостей этой недели. Следите за нашими эфирами и будьте в курсе событий. До встречи в эфире.